Ракетницы, бенгальские огни и петарды. Чтобы Новый год не начался с ЧС или больничной койки, любителям больших огней необходимо знать, как выбрать качественную пиротехнику и какие правила безопасности нужно соблюдать. Предпраздничные рейды по выявлению некачественной пиротехники в регионе проводятся каждый год. Сотрудникам Роспотребнадзора в помощь приходят представители городской администрации и МЧС. Есть у вас в магазине реализация пиротехнических изделий? Нету. А что вы продаете продаем из пиротехники? Есть у вас что-то? Бенгальские огни и все. Кроме бенгальских огней, из горящего и взрывающегося в первом магазине специалисты ничего не нашли. Согласно закону, детям до 16 лет продавать нельзя даже их, потому покупатель должен предъявить паспорт. Инспектор разъясняет правила продажи, и комиссия направляется к следующей точке. В этом магазине реализуют комнатные растения. Но к Новому году владельцы, по всей видимости, решили переквалифицироваться. А вот соответствующей документацией обзавестись не успели. Зато прилавки пестрят изобилием взрывчаток. Хозяйки магазина на месте не оказалось. Ее по телефону пригласили в управление Роспотребнадзора. А товар складывается в коробочку и снимается с реализации. В магазине реализовывались пиротехнические изделия 2-3 класса опасности. Сейчас мы будем их наказывать от 5 до 10 тысяч. Если это будет повторно, уже от 20 до 50 тысяч рублей. Уже законом предусмотрены такие штрафные санкции. Покупать пиротехнику лучше в специализированных магазинах, которые торгуют ей круглый год. Но в Назране таких можно пересчитать по пальцам одной руки. К примеру, в этом магазине по улице Чеченской все требования соблюдаются. Инструкция на товарах на русском языке, необходимая документация есть. Также комиссия проверяет наличие средств пожаротушения. Огнетушитель нашелся, но есть замечания по отсутствию пожарной сигнализации. Параллельно представители Роспотребнадзора проводят рейд по новогодним подаркам. Здесь под внимание чаще попадает срок годности товаров. У некоторых подарков есть развесные конфеты. Вот. На этих этикетках не указана дата изготовления, поэтому коробка, где хранятся вот эти вот развесные конфеты, от этой коробки нужно сохранять этикетку, где указана эта дата, до того времени, пока все подарки не будут проданы. На пробу забирают даже елочные и мягкие игрушки. В химической лаборатории специалисты выявят, несут ли опасность атрибуты новогоднего торжества. Суть чего, даже предварительно даже, если идет отклонение анализа, сразу сообщаем Роспотребнадзор, потому что мы находимся в их подчинении. А в случае необходимости Роспотребнадзор снимет с реализации все, что вредит здоровью детей. Также мы смотрели наличие сертификатов на новогодние игрушки и новогодние костюмы. Сертификаты нам никто не предоставил. Обязательно должна быть товаросопроводительная документация на указанную продукцию, подтверждающую ее качество и безопасность. Это тоже очень важный момент. На этом рейд не заканчивается. По указанным нарушениям представители Роспотребнадзора составят административные материалы. Нарушителей ждут штрафы. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.